В одном маленьком городе жили маленькие человечки. В городе этом было очень красиво. В каждом доме, классе росли цветы. Улицы назывались загадочно и интересно. Улица путешественников, исследовательская, музыкальная, игровая, хранители культуры предков и улица искусства. В центре города располагалась зеленая галерея, где даже зимой распускались цветы и пахло летом. Маленькие человечки, жившие в солнечном городе, были не одинаковые, большие и маленькие, с косичками и со стрижками, в юбочках и в брючках. Одни из них назывались малышами, другие – малышками. В этом городе, школе, коротышки не только учились, но и играли, веселились, пели песни, танцевали и рисовали. Наша жизнь как город сказки, развиваясь каждый день. Мы живем в стране чудесной, и учиться нам не лень. Наша школа номер 7 в гости ждет к себе друзей. Всем она нам дорога, поспешим туда скорей. Здравствуйте, друзья! Давайте знакомиться. Мы ученики солнечной школы номер 7. И у каждого из нас есть свои увлечения и интересы. Меня в школе прозвали Знайкой, потому что я очень люблю узнавать все новое. А это мои друзья. Вот музыкант Гусля, поэт Светик, Кнопочка, художник Чубик, Витик и Шпунтик. И я, Незнайка. Меня зовут Незнайка, потому что я еще не решил, чем буду заниматься, когда вырасту. Мне все время хочется делать то одно дело, то другое. Ты попал по назначению. В нашей школе очень много интересных мест, где можно найти свое любимое дело. Улица путешественников. Вот это да! Вот это я попал. Еще кто-нибудь сказал бы мне куда? О чем это ты? Да вот не знаю, куда это я попал. А ты прочитай. Африка, Антарктида. Ребята, давайте покажем Незнайке самый большой материк на нашей планете. Вот это да! Вот это он большой. А вы знали, что есть еще интереснее материк, чем Евразия? Он называется Африка. На нем температура может превышать плюс 50 градусов по Цельсию. Это очень жарко. Там много пустынь таких, как самые большие таких. Это Сахара и Гоби. Об этом всем мы узнаем, путешествуя по материкам. Россия – многонациональная страна. В ней проживают разные народности. Сегодня дети изучают национальные костюмы. Республика Татарстан расположена в центре европейской части России. Столица – город Казань. Он расположен к востоку от Москвы. А где все? Куда все разбежались? Только что здесь были все коротышки нашего города. Все готовятся к полету на Луну. Это такое радостное событие. Никогда в истории нашего городка мы еще не перемещались так далеко. Представь себе, мы должны преодолеть это, как его, земное притяжение и стать легче пушинок. Представляешь? А я вот думаю, как же мы в невесомости? А я и об этом знаю. Передвигаться будем. Мы же никогда в ней не были. Тоже мне грамотейки нашлись. Все-то они знают, что-то они умеют. А я считаю, знаешь таблицу умножения и достаточно. Никакого земного притяжения и невесомости не надо. Незнайка, что ты такое говоришь? Чем ты хвастаешься?
ошибаешься. Ведь ты даже стороны света не найдешь. А я уверена, ты не отличишь север и юг. А про природные зоны я вообще ничего не говорю. Что? Я не отличу? Вот я сейчас докажу вам, что все знаю и все умею. Спрашивайте. А ты знаешь, что такое зона тундры? А что это такое? Географическое положение тундры. В России тундра занимает побережье морей Северного Ледовитого океана. Растительность тундры. Карликовая береза, морожка, оленей мох. Животный мир тундры. Северный олень, заяц-беляк, тундровый волк. Основные занятия населения тундры. Оленеводство, рыболовство, охота на пушного и морского зверя. На базе кабинета работает кружок цветоводов. Дети учатся ухаживать за цветами, выращивать рассаду для озеленения школьного двора и исследуют особенности выращивания комнатных растений. Улица хранители культуры предков. На базе кабинета ведутся наблюдения за природой. Третий год все учащиеся школы ведут дневники наблюдений, которые составили Маргарита и Александр Герасимов. Также итоги наблюдений фиксируются в уголке наблюдения за природой. По результатам наблюдений составляется проект, и ученики участвуют в научно-практических конференциях. Улица исследовательская. Ваша идея, уважаемый коллега, использовать реактивную силу взрывающихся газов абсолютно верна. Но следует использовать негазированную воду с сиропом. Это настоящее реактивное топливо. Это все эксперименты, интересные моменты. Все хотим узнать. Нужно все зарисовать. Как наш опыт получился, сколько времени он длился. Удивляемся всему. Как, зачем и почему. Улица игровая. Искусств! Слушай, Чупик, дай-ка мне каких-нибудь красок и кисточку. Я тоже хочу быть художником. Рисовать надо долго учиться. Я и буду долго учиться. Улица музыкальная. Милый дорогой гуслечка, ну, пожалуйста, научи меня играть. Учись. На чем ты хочешь играть? А на чем легче всего выучиться? А давай посмотрим, на каких инструментах учатся играть ученики 7-й школы. Ну давай. Ну что, Незнайка,
Понравилось тебе наше путешествие? Не знаю. Знаешь что? Хватит тебе быть незнайкой. Будь жителем нашего солнечного города, учеником школы номер 7. Я согласен. Незнайка после путешествия по школе решил сам отправиться на Луну.